Радость, и все. С медляка все началось. Она пригласила тебя на медляк? Может, да. Когда снимался «Агент Мамба», ты скинул 39 килограммов. Когда агент Мамба Трупак 20 кило набрал. По мне же видно, что я счастлив. Шучу. Всем привет, меня зовут Виталий Щукин, я отец 3 детей, муж, актер, КВНщик, вайнер, предприниматель, всем самым интересным занимаюсь. Привет, Виталий. Привет, Лена. У тебя есть какой-нибудь способ, чтобы сходу всем поднять настроение? Такого способа нет, но есть какая-то аура внутренняя, это лучезарность, можно так сказать. Я всегда, когда захожу с людьми, там, не знаю, кривляю лицом или что-то такое, типа, люди, когда видят меня, сразу начинают улыбаться. Это в общей компании всегда. И это нет такого конкретного чего-то такого у меня, но что-то есть, я думаю. Ну, именно изнутри. Мимика больше, да, чем Мимика, да, я всегда словесные шутки? вообще всегда люблю играть на камеру своим лицом, там, вообще. У меня лицо как пластилин, вообще. Все могу сделать. Насколько я знаю, ты недавно вернулся со съемок второго сезона сериала «Саня Газуй». Все верно. Как все прошло? Расскажи о сериале, многие, может, не смотрели. Да, второй сезон намного был... Больше подготовились к нему, больше профессиональной точки зрения. Другие, даже эти... Другой оператор был, команду полностью поменяли. Картинка совсем другая была, художники другие были, гримеры, ассистенты. И во втором сезоне мне работать... Больше понравилось работать во втором сезоне именно. Почему-то именно мою роль Гришу раскрыли в этом сезоне. Да. Какая-то своя линия. Больше показали Гришу. Первый сезон, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Хороший сериал, добрый. Но второй будет еще лучше. Так что можете начинать со второго. Расскажи про Гришу, насколько он на тебя похож, какой он? Похож, Гриша похож тоже, как у меня брутальная внешность, типа устрашающий чувак такой, но внутри такой весь плюшевый, добрый, душа компании, всегда всем поможет. Его могут чьи-то слова ранить, обидеть. Там. Он такой, снаружи мужик, а внутри типа... Сценаристы просто звонили к тебе и спрашивали, как у тебя дела, ты рассказывал, и они писали роль с этого? Нет, они как-то сами все сделали. И мне понравилось. Но все равно частичку себя ты отдаешь роли. Твоя харизма, твое общение, это же все равно через твое амплуа проходит, как бы через твой фильтр, можно так сказать. Дадут типа одну роль, типа вот Гришу сыграет этот человек, этот, но он будет везде по-разному, потому что через человека все это проходит. Почему Федор Абрютин нашел Гришу в Якутии? Филипп, простите. Филипп Абрютин, почему именно в Якутии нашел? Вот в первом сезоне меня посоветовал Иван Семенов, Банигрой. Он как раз снимал первый сезон «Саня Газуй», второй сезон, к сожалению, он не снимал уже. Почему Ивана Семенова не было на съемках второго сезона? Поменялась команда. Нашли Владимир Политик, тоже крутой оператор. Не знаю, может быть, Ваня не подходил, как я думаю. Он не подходил для сериалов, а он именно для фильмов подходит. А вот Владимира Политика взяли именно, чтобы реально снять сериал хороший. А где его показывают, кстати? В ОККО. Эксклюзивом первый сезон в ОККО был, второй сезон тоже, я думаю, в ОККО будет. Очень классно. Мне очень понравилось работать там. Реально чувствуешь себя там звездой. Почему? Рассказывай подробнее. Ассистенты. Начнем с этого, то, что они тебе приносят кофе, там, говорят тебе, во сколько выходить, во сколько за тобой машина приедет. Типа, чуть что заболел, горло, там, говоришь ассистенту, все достанут, все сделают, чтобы актер мог работать спокойно. То есть ты на второй сезон уже пошел со своим райдером?
Да нет, и в первом сезоне не было. Как бы я простой, типа, со всеми там общаюсь, типа. Мне, наоборот, интересно очень. Я со всеми там, это звезды, бывают звезды, звезды, актеры там, ходят там, на команду не обращают внимания, там, типа, кто-то, типа, просто сидят, играет свое дело. Ну, с одной стороны, да, правильно, они делают, типа, с профессиональной точки зрения, но все равно нужно оставаться человеком же на съемочной площадке. Со всеми общаешься, со всем опыта набираешься. Это ты про кого именно? Да не буду говорить про кого именно, ну просто вообще, в общем и в целом говорю, что есть такие звезды, они же не знают даже, кто в команде работает, типа, попробуй запомнить все 100 человек, там, 50 человек. Кто-то приезжает всего лишь на 2-3 дня сниматься, а я на месяц. Со всеми подружился, со всеми. Я посмотрел, как кто работает, как гаферы работают, как свет ставят, как художники делают, как гримируют. Всегда смотрел, наблюдал. Все-таки я поехал туда в первую очередь за опытом, чтобы набраться опыта и приехать сюда и снимать уже со своим опытом здесь. Что мы делаем неправильно? Якутское кино, агент Мамба, например. Что мы делаем правильно? У нас бюджет, все упирается в бюджет. Нет денег, а там вот большой бюджет, там команда, профессионалы. Но все равно у нас есть своя фишка, то что здесь актер может быть и грузчиком, и художником, что-то и свет, что-то помочь поставить, оборудование таскать. Не знаю, вовлечен больше в фильм, можно так сказать, частичку реально, больше частички себя оставляет. А там реально профессионал своего дела, типа, если работаешь по звуку, то работаешь по звуку, все. Каждый департамент отвечает за свое дело, можно так сказать. А здесь это более по-душевному, все по-человеческому. А как ты там свои 5 копеек режиссеру вставить? Они требуют. Филипп Брютин требует с тебя. Говорит, Виталя, сейчас Гриша должен это сделать. Я не знаю, что-нибудь придумай, пожалуйста, через одну сцену будем тебя снимать. Вот так вот. Хорошо, и прямо когда уже репетиция идет перед дублем, все, репетируешь, говоришь, вот так-то, отлично, отлично, вот как раз я этого ждал, говорит, все. И начинаешь делать. И он свое что-то, а давай еще вот это сделаем. Это какая-то магия, вот не знаю, это во время съемок. А 3-й сезон будет? 3-й сезон, да, жирный, очень жирный намек есть в конце 2-го сезона. Здорово. Да. Если позовут, я с радостью поеду. Уфа очень классный город. Башкирия. Съемки только в Уфе? Съемки в Уфе. Ну, я так понимаю, это там дешевле, чем в Москве снимать из-за этого. Ну, гараж-то можно было бы найти. Нет, там целый кинопавильон, который построили прямо под мастерскую. Ну, там история такая. Этот павильон раньше был автомастерским. И там такая история, и все в одном месте. Это идеально. Все звезды сошлись, чтобы мы там именно снимали. Сзади у него там автошколы, люди ездят каждый день. Вот. Это все сошлось, прикинь. А, кстати, Гриша же весь в татуировках. Да. И тебе каждый день рисовали эти татуировки? Каждые 3 дня. Я не мог нормально мыться. Мне там костюм, ну, типа, грим, костюм говорили, типа, нет, не мойся. Все, типа, если моешься, то, типа, не тери. Ну, это вот такие, как, есть же татуировки Хуба-Буба. Вот типа такого они заказывают, он очень дорого стоит, кстати. На меня там ушло где-то 1080 на эти татуировки, и на Гришу именно. А не проще было реально набить такие? Да зачем? Не, ну классно, классно, мне татуировки идут на самом деле. Для этой роли чем ты пожертвовал? Допустим, когда снимался агент Мамба, ты скинул 39 килограммов. Когда агент Мамба Трупак 20 кило набрал. А для Сани Газуй? На какие Я жертвы ты согласился покрасить, чтобы мне покрасили волосы. Вау. Да, у меня вот тут здесь седина, Ага. и мне ее покрасили красным лаком. У меня вот такая полоса, и эта полоса красная, потому что у Гриши цвет машины красный. Он дрифтер. Гриша дрифтер. И тем более с Якутском, это связано с Якутией, дрифт. У нас очень развит дрифт, у нас японские машины. Но я там катался на БМВ. Сам за рулем? Да. То есть все трюки делал сам? Мне дали буквально 5 минут с этим гонщиком, который... Он мне говорит, он говорит, объяснил, как, типа, сколько держать оборотов. Он говорит, зажимаешь, типа, до 3000 обороты, отпускаешь тормоз, и все, и
пятачки полетели. И вот я впервые начал ездить, и он говорит, блин, да ты чувствуешь машину, говорит, типа, немногие, не у многих получается с первого раза пятаки раздавать. Класс. Ну, это же чувствовать нужно. И это опасно было, типа, рядом стоят еще люди, которые болеют, типа, актеры стоят. И на тебе такая ответственность. И ты едешь, но все равно сняли очень классно. Со второго раза очень круто. А до этого на комсомолке не дрифтовал? Ну, по гололеду, да, чего нет. Ну, вот из этого и чувствую машину. Агента Мамба, что будет продолжение? Вот во второй части был же намек, что будет продолжение. Агент Мамба, да, третья часть. Ну, не точнее, не третья часть. Ну. Финальная часть должна быть, да. Заключение именно всей истории Агент Мамбы есть. У нас даже есть конкретно уже прописано все. Мне показалось, первая часть это и есть финал, это начало, и нам нужна середина, нет? Нет, продолжение Агент Мамбо. Да, и там уже продолжение, вот. В смысле, их души оживают? Нет, там уже многие живы. Многие живы, ну, главные актеры. Кто? Главные актеры, еще тем более с Агент Мамбо, Трупак. Ну, я не буду это спойлерить, но... Нет, я же смотрела, и я помню, что всех не стало. Почему? Да? Все живы там. Шина, Пробокс, живы. Это самое главное. А Галя Виноград? Ну вот Шина. Ну да. Ну, там история дальше идет. И в конце Агент Мамбо Трупак, там же жирный намек. Мы же после титров поставили такую сцену, где отчетливо видно, что будет продолжение. С агентами, с китайцами. Ну вот я подумала, что это и есть середина. Нет, это вот продолжение. Будем ждать. Кстати, Агент Мамба 2 сколько собрал? Агент Мамба 2 собрал, я не помню, 11-12 миллионов. Но это во время пандемии. Ну да. Во время пандемии мы потом второй раз показывали через год. Ну, там не так много народу ходило. Очень неплохие показатели. Да, все равно очень неплохие показатели. Это же в среднем фильмы здесь 8 миллионов собирают. Более хотим серьезно, профессионально. Мы, ребята, вот сняли спецстар фильм про трехкратного чемпиона скачек, про лошадь. Очень классный фильм. Я посмотрел трейлер, это вообще... Когда выйдет, кстати? Выйдет, я думаю, в следующем году они доснимают летом. Этот фильм снимается уже второй, третий год. Ну да. Ну, блин, когда вижу то, что мои ребята сняли такой фильм, я вообще... Вау. Это Степа Порядин? Степа Порядин и Владимир Тимофеев. Владимир Тимофеев, он себя показал как второй режиссер, как помощник режиссера. Даже второй режиссер вроде. Да, и справились на ура. Очень классно. Такие масштабные съемки. Это вообще... Я смотрю этот фильм, типа он документальный, он такой художественный документальный фильм. Блин, это вообще круто. Нифига себе, я подумал. Мои ребята так могут. Ну ты посмотрел только трейлер. Да. Я не участвовал вообще в съемках. Я знал, что типа по сторисам они снимают, но посмотрел трейлер и вау, что это? Это что-то другое, что-то новое. А трейлер где-то есть? Нет, нигде. Он вот на монтаже, в компе у ребят. Да. Ну, не нужно закончить. Это очень большой проект, и он того стоит. Ты сейчас записал песню «Рэп». Да. Да. На розыгрыш Да. своей машины. Ну, немногие знают, что я вообще занимаюсь рэпом с детства, с 12 лет. Вообще не знаю. Рэп всю жизнь со мной. Даже по мне можно видеть, как тимбы ношу. Всегда в таких штанах, как рэпер. Не знаю, все. Я в душе рэпер. Штаны рэперские? Ну, не рэперские, но просто обычные. Не, это батевские машины. Отцовские. Не, ну, не знаю, рэп всегда у меня со мной всю жизнь. Это вот мечта такая моя, несбывшаяся мечта стать рэпером известным. И она меня всю жизнь как-то со мной идет. Я уже ушел в юмор вообще. И сейчас я думаю, почему бы нет, почему бы не объединить все это. Когда-нибудь все равно, я для души все равно выпущу альбом, думаю. Надеюсь. Сколько уже написал Чего? треков? Треков вообще, в общем? Ага. Я в последнее время чисто записывал рекламные треки.
Для магазина пуховиков мы сняли рекламу. Окей, типа без рекламы. Для нашей доставки мы сняли, точнее записали трек. Вот, не знаю, все время рэп очень легко пишется именно на рекламу. Что первее пишется, рэп или картинка, ты думаешь? Все равно, ты слушаешь бит, ты представляешь кадры. Я всегда представляю кадрами, не знаю почему. Я представляю сразу клип, я сразу... Столько кадров в голове сразу же меняется, как это сделать, а потом уже пишешь. Не знаю почему. Даже вайны, я вот всегда музыку слушаю, иногда, когда музыку слушаешь, ты можешь придумать какой-то вайн, идея вайна может прийти тебе. Именно под музыку. А для альбома тогда пока еще... Нет, очень трудно. Мне очень трудно писать текста. Ну, ты же планируешь альбом Я из записать. этого, нет, когда я говорю, когда-нибудь, я же не говорю, что сейчас. Нет, ну Может быть, это в раз ты старости. сказал, значит, уже все В старости, может, выйдет, надеюсь, когда-нибудь. Тему нужно выбрать, конкретную хорошую тему, и под нее написать трек. И снять клип, все визуализировать. Тем сейчас как никогда много. Ну, я не хочу про такие темы писать. Я хочу не знаю, просто приносить людям радость и все. А в какой момент ты особенно счастлив был? Вот сейчас, наверное, все равно каждый из нас в последнее время ведет внутренние диалоги там, и так далее, вспоминает о том, что было там, и так далее. Особенно в какой период жизни ты был счастлив? Да, всегда счастлив. И всегда с собой диалоги веду. Вообще всю жизнь у меня всегда типа внутреннее состояние, все время борьба с самим собой. А так счастлив-то всегда. Домой приходишь счастлив, дети тебя встречают. Вкусная еда. Я всегда счастлив. По мне же видно, что я счастлив. Шучу. Ну, счастливый всегда. Я когда начинаю чем-то заниматься новым, я всегда счастлив. Я всегда горю какой-то идеей. Из-за этого я часто очень переключаюсь из разных видов деятельности. Потому что не могу заниматься одним и тем же делом. А сейчас что тебя драйвит особо? Мотивирует, вдохновляет, радует? Семья, конечно же. В первую очередь семья. Да ради них только и херачу, можно так сказать. Пру вперед. Ну, блин, я представляю, конечно, будущее свое. Классное такое. Вот к этой цели и иду. Но у меня нет конкретно такой цели, что четко там что-то. У меня все расплывчато. Я просто по жизни иду, куда меня вот так вот жизнь направит. И везде пытаюсь преуспеть. Дедушка Виталий Щукин — известный рэпер Ну, классно было. всего мира. А что нет-то? МС Щука, или как это будет звучать? Если ты с 12 лет хотел бы этим заниматься, наверное, у тебя есть наброс. Щука, я думал, щука, переводил на английский. Пайк. Классно звучит пайк. Ну да. Щука переводится. Ну все, щука. Ну всю жизнь меня щука называют. Почему бы нет щука, МС Щука? Ну когда-нибудь, да, стрельну. Вы в какой момент стали узнавать? Очень давно. С КВН еще. И вот у меня известность пошла не сразу же, как у людей там, бам, вот так вот. И они там с ума сходят от своей популярности. Не, у меня вот потихонечку, помаленечку. Я до сих пор помню, как у меня 300 тысяч подписчиков было в Инстаграме. Блин, вау, каждому подписчику. 300 тысяч? Ой, не 300 тысяч, говорю, 300, просто 300 подписчиков. Блин, так каждый раз, когда кто-то смотрит, вау, кто-то подписывается. С КВН кто-то узнал тебя, увидел, как ты играешь. Потом кто-то видео посмотрел независимых водителей, там, про таксиста раньше снимали. И каждый раз подписываются. И вот каждый раз потихонечку, помаленечку. Типа, А сейчас в Нельзяграм сколько подписчиков? 50 тысяч. Круто. Кстати, нельзя же, да, говорить? Ну, нет, ну... Нельзя, да. 50 тысяч подписчиков. Вот пока стоит. Ну, я сильно сейчас отошел от этого. Не знаю почему. Ага. Hits Production — это во сколько там? 3. Ты? Ну, основные именно Владимир Тимофеев и Хобаев Иннокентий. Буев Иннокентий. Да. Ага.
Операторы там, ну, они тоже как часть команды. Аял Струкин, Желнин Евгений. Всегда, но они меняются всегда. Эти оба заняты, другого оператора позовем, там, Майка или кого-нибудь. А у вас Но есть всегда втроем. офис там? У нас был офис, у нас звукозаписывающая студия была. Свою мечту исполним, ну, так сказать, свою. А почему была? Съехали оттуда. Почему? Ну вот, перестали войны снимать, отдыхаем. Ну да, отдыхаем от этого. Ну вот, а когда на улице стали узнавать? Просто, вау, это Виталий Щукин. После Hits продакшена, ну, или после КВН? После КВН. И кто После это был, КВН. ты помнишь? Ну, нет, очень много людей там начали узнавать. На Ютубе очень просмотров набрало много. Там Это- первый видос, который закинул, он набрал 1 400 000, что ли, до сих пор Ничего сейчас. себе. Это визитка независимые водители Да, для независимые КВН? водители, да, для КВН. И потом я решил старые видосы тоже закинуть себе на канал. Почему нет? И? Как осталось, как история. Ну, тут люди узнавали. Они по WhatsApp все друг друга отправляли. Вот тогда я уже понял, что начали узнавать. Люди подходят, фотографируются. А после Сани Газуй? После Сани Газуй Ты же вышел на новый уровень общероссийский. нет. Такого, я еще пока, может, не ощутил. Может быть, типа в других городах меня узнают сейчас. Потому что ВКонтакте очень много просмотров. По соцсетям у них очень много просмотров. Не в ОККО, типа неофициально, типа куда-то закинули. Очень много просмотров. Но даже в Уфе меня узнавали как таксиста. Парень какой-то узнал меня. Ты же это, типа, видео снимал про такси. Что? Даже здесь. В Сочи даже узнавали, прикинь, когда мы вот с ребятами ездили. Типа, видели по, типа, «Форсаж», типа, пародия на «Форсаж». Круто. Ну, типа, это семья какая-то из России. Просто в Сочи сидели, в Сочи парке. Парень, молодой парень с сестрой подошли, сфоткались. Вот тогда я был в шоке вообще. Вот так узнаваемость. Да, после вайнов очень много стали узнавать. Все-таки вайны — это вайны. А дочка же тоже снимается у тебя с тобой? Раньше в Вайне? снималась. А, все, уже Да, взрослая. она повзрослела, она не хочет сниматься. Даже фотографироваться не хочет. Ей Ну, сейчас это же девочка, а? сколько лет? Ей сейчас 12 лет будет в ноябре. У меня сейчас очень выросла. Ростом догнала мама наша. Сыну 2 года сейчас, младшему. Это вообще гиперактивный. Я хочу его на борьбу отдать. Ну, просто идея есть такая, потому что он очень сильный. Он там вот так вот руками может на тебя залезть. Очень гиперактивный. И он воспитывается у нас уже по-другому чуть-чуть все равно. Третий ребенок уже как бы все на опыте. Больше в Тебе? Еще же 30 нет у тебя 30 лет. 30 лет. Только исполнилось? Да, Ну, в в смысле, январе. Ага. 30 лет. Вот. Рано женился. 18 лет. Ну, почему рано? Нормально. 18 лет стал батей. Уже начал работать. Обожаю ваши видео с женой. С женой? Ну да. Бай-бай. Классные просто. Женя у меня вообще очень атмосферу создает вообще дома вообще. Ну, как это взаимо, не знаю, всегда, у нас всегда весело дома. У нас дети всегда из этого угорают. И мы друг друга угораем, ну, всегда. Если... Ну, ты как-то сдержанно шутишь. Да. Как-то... она Как мужик, да, более сдержанный, более спокоен. Я никогда сильно чувства все равно сильно не показываю. Даже жене. Я даже комплименты сильно не говорю ей. Она мне всегда говорит, типа, ты не делаешь комплименты. Не знаю, ну я такой человек. А вот она всегда, типа, яркая, со всеми, в любую компанию, она сразу съем. Да. А ну вот она реально душа компании. Ну, у нее там шутки вообще. Я помню, она просто мимо прошла, мы стояли с тобой, поздоровались, что ли? Она мимо прошла, и прям столько, там, не знаю, такая энергетика. Да, энергия у нее бешеная. Ага, и что какую-то шутку закинула, там, вообще очень смешную.
Да. Классная. Очень... Вот эта атмосфера очень хорошо создает. Ну, из этого я ее и полюбил, можно так сказать. 15 лет назад ты заметил ее тоже из-за юмора? Или как это было? Да, да, это все. В первую очередь, конечно, то, что она вкусно готовит. Ну, тогда Да, не да, знал, да, ты да, же ребенком да. был. Очень простая, очень, ну, с этим человеком очень легко. Она же у меня первая вообще во всем. Я как бы сам по себе такой стеснительный человек. Я бы никогда не сделал, типа, первый шаг, типа, к ней. Это она, наоборот, там, все в свои руки взяла, там. Значит, с медляка все началось. Она пригласила тебя на медляк? Может, да, да. Ну, когда, я не знаю, во время медляка я стоял, Подожди. и как все пацаны начал уходить, Наверное, типа, с многие не танцпола. знают, это было в лагере. Это Вам было в было лагере. сколько, 15? Мне было 16. Тебе было 16? А она Ей было 20. вожатая. Ей было 20. Она, да, практику проходила. Ну, она маленьких детей, типа, воспитывала. А я, типа, как уже 10 класс, что ли, был уже старшеклассник. И вот, влюбился в русскую деревенскую девушку. Ну, она из Алекминска. Она из Алекминска, она очень зато проста, она очень классная семья у нее. Вообще, и тещу я свою очень люблю. Она тоже приколистка, вообще. Иногда не понимаю ее юмор, но она вообще тоже очень прикольная. Очень классно. В Чапаево съездил там на сенокос. Так классно, так понравилось. Очень такие интересные люди там живут. Вот и все это у Жени тоже скопилось. Она оттуда переехала в Якутск, начала учиться на педагога. И при этом мне всегда мама говорила, никогда не женись на учительнице. И как назло я встретил учителя начальных классов. Блин, как все сложилось. Потому что мама мне говорила, типа... мама мне говорила, учителя все нервные, типа лучше не надо с ним идти. Типа. Она учительница где? Начальных классов была. Она вот поначалу такого... Ну, она поняла, что это не ее. Она сейчас крутой дизайнер. Блин. Очень классно, мы друг друга поддерживаем. В плане того, что мы понимаем, что мы оба творческие. Я ей даю, типа, развиваться. Она мне очень дает развиваться. И вот всю жизнь, вот 15 лет вместе мы друг друга понимаем, друг друга поддерживаем. Очень лучезарный, очень... А почему она вместе с тобой в юмор не пошла, в актрисы? Ну, тут Очень яркая. это такое бывает в жизни, когда... В жизни вроде человек очень смешной, но этот юмор, ты не можешь все эти шутки, все это вставить в видео. Я так думаю. Некоторые бывают даже... Если бы, да, она пошла бы, типа, выбрала вот именно создавать тоже видео, я думаю, у него тоже получилось. Но... Не знаю, но это другой юмор совсем. Это совсем другой юмор. Типа, который лучше в жизни услышать, чем, типа, посмотреть на видео. Вот так вот. А ты как... А я в жизни, наоборот же тоже, я в жизни не шучу. А в видео всегда, типа, кривляться, рожи отыграть, что-то придумать такое, чтобы мозги от этого... Ну, это вот видишь вот так вот. В жизни я такой. Мы противоположности вот с Женей. А вот когда ты придумываешь шутку, допустим, да, ну, все равно ты юморист, ты должен придумывать шутки, то есть все не спонтанно. Вот дома пишешь шутку и зачитываешь ей, или как это происходит? Нет, вообще никогда не говорю. Никогда не говорю шутки, никакие вайны будут там. Ну, говорю типа иногда, вот сегодня пойдем снимать вайн, классная идея пришла там с этим, и все, и ушел. И она в итоге готовый уже продукт смотрит. Иногда смонтирую что-нибудь, иногда показываю, как посмотри, оцени. А чье мнение важно тебе тогда в юморе? В юморе? Ага. Да главное, чтобы самим понравилось. Типа вот с Бобом, с Кешей встретились, придумали, вау, классно, друг друга дополнили, все, сняли, и вот монтаж смотрим, вау, все классно. Если нам нравится, да, так и должно быть. Чувствуем сами. Но это школа КВН все-таки, саморедакция тоже, редактура. Очень много идей, которые мы еще, кстати, не сняли, не выпустили. А сейчас есть такое, что все время там что-то штурмуешь, какие-то шутки?
то ты всегда всю штурмуешь. Любую ситуацию. Вот сейчас на улице скользко. Иди хоть снимай. Как люди там, вчера придумал Вайн. Как люди вот просто снять на слоумо, и люди разные вот так. Типа падают под слоумо. Другой кадр, там кто-то падает тоже. О, класс. Ну, про гололед. А музыка какая? Дын-дын-дын-дын-дын. Есть же вот Ава Мария, типа такого. Да. А. Круто. А твое самое-самое любимое видео, которое ты вот можешь всегда с удовольствием пересматриваешь? Да все наши войны. Наши войны очень... И все они разные вообще. Вот если посмотреть, все разные. Блин, как такое вообще, блин, придумать можно было? А есть такое, что вообще не нравится? Типа, надо удалить. Всё-таки невозможно на это смотреть. Ну, мы удаляли их. А, да? Да. Ну, то, что в архив, да, добавляют, все равно, типа, зачем удалять? Мы их закидываем в архив, чтобы никто не посмотрел. Ну, такие зашкварные, блин, рекламы иногда бывают вообще, типа, зря согласились. А если не секрет, за сколько делаете? Что, рекламу? Ну, вот стандартный рекламный вайн, да? Ну, на сколько минут получается? Минутный. На минуту. Ну, сейчас уже не снимаем. Ну, вот год назад мы снимали за 80 тысяч. Бывали там за 100 тысяч. Бывали контракты там с кем-то. Ну, такие мини, сезонно. Ну, так, 70 тысяч. Ну, это же все равно оператор. Мы втроем, оператор, монтажер, типа такого. Команда работает, гафер. А в Саня Газуй сколько смена стоит? Ой, там уже большой бюджет, Ну, так. уже побольше. Как должно быть, как съемочный день нормального человека оплачивается деньги? Конфиденциально вообще все. Даже подписываешь документы, чтобы никто не узнал. Ну, очень хорошо. Типа, ты там не тратишься вообще. Ты там не тратишься, тебя все, гостиница, тебя кормят, тебе еще суточные дают поверх твоей зарплаты. За тебя все стирают, даже одежду. Ты вообще ничего не даешь. Подходишь и просто играешь. Да. И вот очень классно, да, вот да, дома же трое детей, там хаос. Приезжаешь, да, тишина, никого нет. Лежишь, ничего не делаешь. Телефон там туда-сюда. Вообще, ты как в детском лагере там, только для взрослых. Круто. Типа с одной командой ты работаешь 50 человек, ты каждый день с ними как на работу, как в лагере реально. Сколько этих прекрасных дней длились? Месяц. Месяц? Да, месяц. Без Ну, выходных? да. Прям 30 дней? 30 Нет, дней. выходные есть, но там все равно, типа, репетируешь, учишь текст какой-то. Если монолог, очень много текста, ты учишься, готовишься. Как-то так. А ты легко запоминаешь текст? Да. За день, типа, дают спокойно. Прочитал пару раз. Ну, там от тебя требуют же не слово в слово. Ты, главное, понимаешь суть. И вот многие спрашивают, трудно ли запоминать текст. Вот тебе вот такой текст дают. Как ты все это типа за один кадр говоришь? Ты говоришь, примерно ты вот понимаешь суть, о чем тебе нужно говорить. И тем более это же жизнь Гриши. Как бы он типа, понимаешь, ты входишь в эту роль. И он в жизни он должен вот так вот сделать. У Гриши такая философия. Он лучше так скажет, чем так скажет. Все равно. И тезисно вот, запоминаешь слова ключевые, которые нужно сказать именно по сценарию, чтобы линия никуда не ушла. Запоминаешь и говоришь от себя. Но это же один дубль. Ты потом во втором дубле с другой камеры, там 8, ты должен точь-точь сказать. И вот это запоминаешь все. Как по-своему только что говорил. Тебе даже если, типа, ты сначала говорил так, типа, подходят, говорят, Виталий, ты говорил сначала так, а потом так, типа, поменяй обратно. Хорошо, все. И пошел. Очень классно. Типа, за день тебе текст дают. За день ты все, готов к своей роли.
А легко переключаешься с Гриши на Виталия Щукина, если с Виталия Щукина на Гришу? Ну да, я почти не переключался, можно так сказать. Когда в агенте Мамба играл, Вот там, да, там уже переключаюсь. ты же совсем другого Да, персонажа да. играл. Ну, в Грише тоже, ты тоже все равно переключаешься, ты же там такой. А, да. Сейчас, подождите, ребят. Ну, такой какой-то такой. Большеглазый? Большеглазый. Не, ну иногда и такой не обиженный, какой-то, ранимый очень. Он там заплакать может. Ну, не прям серьезно. Ну, типа, ему грустно может быть. Вот, кстати, я люблю экспериментировать. Я попробовал бы себя в драме сняться. Блин, почему нет? Эксперимент. Давай срочно. Сможешь заплакать вот так? Смогу, но зачем? Ну, просто интересно, как это Ну, это делать. нет. Ну, если настроиться, то смогу. Типа, если я б знал, что сегодня я снимаюсь, и мне нужно заплакать, я бы Тогда настроился. ты можешь, да? А то есть прям Но плачь. такого у меня опыта не было. Ну, это же, блин, вообще. Смотри на эту камеру и плачь, нет, да? Шутка. Это играть нужно, да, готовиться. Я актер там, единственный актер без актерского образования. Кстати, там... Вообще все актеры, все Щепку, там, что-то за Щукинское училище. Они медийные, они опытные, с ними очень приятно работать. Они, блин, сразу же переключаются, сразу же все это, все в глазах читается. И с такими актерами очень приятно работать, блин. Классно, они профессионалы. Ну, актеры. А тебе помогали советами, именно советами, как подавать из твоего... Иногда я давал. Иногда я давал совет. Давай серьезно. с тобой подробнее, кому? Иногда я давал в плане, может быть, не в тексте, но у меня же, как сказать, у меня именно мимика, какие-то вот движения, именно вот пластика, вот это все. Я мог, типа, что-то там как-то двигаться, не знаю. Вот именно вот. У меня есть такое чувство копировать людей. Я всегда... Актерка откуда у меня пошла? Я же не учился, типа, на актерку. Я всегда копировал, смотрел столько фильмов, столько этих. И копируешь, смотришь там. И это в подсознании остается все у тебя. И потом все это просто своим телом делаешь. Я очень пластичный чувак. Терминатора покажи. Я и так терминатор, я и так машина. Шучу. С российскими актерами, с кем из них, ну вот из Сани Газуй, с кем больше всего подружился, до сих пор общаешься? Никита Паршин и Денис Шаблий. Ну, это вот ребята, блин, очень хорошие друзья, братаны, можно так сказать. Мы с ними сразу же, с первого же дня начали там общаться, там друг друга посылать туда-сюда, ну, это по-дружески. И мы до сих пор второй год, мы спустя год, целый год общались удаленно, типа, вау, второй сезон будет, вау, вообще. Мы так обрадовались, мы так вообще, и вот снова вместе собрались, вообще, вау, вообще, очень классно. Не знаю, как компания, как какое-то трио там были. Учиться не хочешь? Ну, в смысле, нет желания поступить на актерское либо режиссуру? Не знаю. Потому что... Тебе всего хватает. Да, мне всего хватает. Зачем? Типа, надо будет, научусь. Как-то по ходу дела. Но я больше вижу себя в комедийных именно таких картинах из этого. Комедия для меня, да. Сыграть любого. Я даже не знаю, я не представляю себя, не вижу себя актером вообще, ну, типа, таким каким-то российским. Просто само, как бы, жизнь куда меня приведет, туда я и пойду. А вот когда со стороны на себя смотришь? Я самокритичен очень жестко. Я очень самокритичен всегда. Блин, надо было тут так сделать. Вообще так хреново сыграл. Это. Очень самокритичен. В общем, мне не нравится все, что я делаю. Даже войны? Или в войнах? Но в войнах... Не знаю, как это там по-другому. Войны это по-другому. Ну, это в твоей фильмографии Хараджай, Уолото, агент Мамба Трупак, Сани Газуй. Ничего не забыл? Харабекир. Харабекир. Хараджай я там просто мелькнул. Олагото тоже мелькнул.
Самый вот будет. большой, самый первый опыт это вот Харабекир был. А, Фильм Константина Тимофеева. да. Очень в то время такой фильм был. Не всем дано, можно так сказать. Это сейчас показать его, типа, вау, цените ли у этого фильма есть. Ну, мне понравилось, это очень классный опыт. Я играл там партнера Ковальского, Ага. такой пух, полицейский, всегда, который шутит, там забавно, всегда поддержит. А я только запомнила сцену, где у телеведущей голова Отрезано, да? отрезана. Вот отрезается. Вот так вот. И вот Константин Тимофеев, Константин Тимофеев, когда он мне говорил, типа, я очень рад, что ты согласился, говорит, потому что я роль эту писал именно под тебя, говорит, типа, вау, нифига. И такой, даже гордость, вау, классно. И все, начал играть. Хорошо сыграл, мне понравилось. Это вот первый опыт был. Я вот всегда, как сказать, актером был, это же не дано с самого начала. Я в КВН раньше был вообще бездарным. Актерки вообще, типа, такой был. Деревянный, как у нас называют, деревянный. Я забывал текст, я не знал, как вести себя на сцене. А я думала, ты вообще как танцор начал Нет. в КВН не выступать. Вот все эти движения, вот это все, это меня научил мой брат родной, который в то время занимался паппингом. И он все время танцует, и я к нему подхожу, нифига. Я же говорю, как копирую людей хорошо. И смотрю, ну, типа, повторяю, и все, научился. Он меня говорил, как делать. Ладно. Все, и поставил это в КВН, и это понравилось. И это до Первого канала уже дошло. Сколько времени нужно, чтобы вот так научиться делать? Вот это все, вот это. Да. Ну, мне где-то день-два дало. Типа, ну, это такие секреты. Типа, запоминаешь, что находится, типа, пространство, типа, смотришь. И когда вот, например, шевелишь, ты пытаешься держать голову. Кажется, что голова не шевелится. Вау. На самом деле голова тут шевелится, потому что ты делаешь вот так вот. Серьезно? Да, ты делаешь так вот, но кажется, что это. Понимаешь? Если типа тело стояло бы на месте, я бы вот так вот. Типа, вот. И вот. оно вот. Повторять не буду. Это как ты- Это вот Реально. сохраняешь, да, типа смотришь, как сказать, это все зрением. И все практикуешь, и потом что получается. Я это, как бы сказать, чисто для поверхностной понял, как делается вот это, туда-сюда, и все, и начал КВН показывать. И я не оттачивал это жестко до мастерства там. Я не танцор жесткий, я не это. Но это изменило твою жизнь, это умение. Да. Но в КВН я пришел вообще деревянным. Я вообще до конца не понимал, что делается. Просто шутки. Я угорал все время. Я просто угорал. Все время угорал. Ха-ха. И в итоге на сцену выхожу. Стеснение, все это вообще. Это очень страшно. Забываешь слова, там, неловко, там, микрофон вот так вот. И ушел там. Неправильно с микрофоном работаешь. И все это приходит с опытом. Опыт, практика, опыт. И также в вайнах, я думаю, как-то это все пришло. Но видео, я понял, что видео всегда мне, вот со школьных времен еще, со школьного КВН, я понял, что видео мне больше нравится. Ответственность медийной личности. Это же вообще пипец. Я же изначально что хотел? Просто типа юмор, ха-ха, просто радовать людей. Ты всю жизнь делаешь, радуешь людей. Но потом начинается хейтерство, начинается это. Ваши дети смотрят. Ты понимаешь, мы изначально снимали с матами. Как мы хотели, так и снимали. Как дети, типа, как вау, типа. И это все искренне, все это паш, классно. А потом начинаются рамки вот эти. Нельзя материться, нельзя, типа, сигареты показать. Тебя дети смотрят. Вот это. Тебя все больше потом. Тут политику можете задеть, тут это. И понимаешь, ты в этих рамках, и ты начинаешь уже, не знаю. Но все равно всегда находили выход, всегда это. Все равно.
Находчивые мы. Да. А по своему желанию, когда в последний раз снимали Вайн? У нас есть идеи, которые мы хотим снять. Просто нужно сделать это. Ну, вот, допустим, у вас есть время, камера там, и так далее. Если что вы будете прежде всего снимать? Заказ или свое? Свое. Да. Свое, потому что, не знаю, давно не снимали, и это нужно прочувствовать. И нужно, чтобы это люди прочувствовали. Но я говорю, мы в одно время устали. Мы хотели больше профессионально развивать. Мы не хотим стоять на месте, мы хотим больше уже кино, что-то уже такое снимать. Посмотрим, как карты лягут. Ну, спасибо, Виталя, огромное, что пришел. Спасибо за интервью, было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Буду еще приходить. Надеюсь, не так скучно было. Ну, как есть, так есть, какой я и так сказал. Вот. Спасибо, зовите еще. Якутия 24, смотрите.